Активистам еще не зарегистрированной демократической партии в Казахстане неизвестные провокаторы мешают встречаться со своими сторонниками. Полиция бездействует. Мы однозначно понимаем, что это не местные власти, а приказ исходит от самого верха, то есть из Астаны, из самых высоких кабинетов. Убитый в Стамбуле бизнесмен водил близкую дружбу с генконсулом Кыргызстана в Турции и ездил на его машине. Новые факты – причина для громкого скандала в МИДе. В числе друзей Аркина Саймаити в Фейсбуке мы увидели некоторых депутатов и их детей. Российская журналистка, автор программы «Человек на карте» Екатерина Пономарева изучает жизнь мигрантов, считает, что они приносят России огромную пользу и открывают для себя Азию. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азия» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. На юге Казахстана в очередной раз была сорвана встреча представителей пока еще не зарегистрированной демократической партии с единомышленниками. Цель активиста и журналиста Жанболата Мамая была как раз в сборе необходимого количества подписей для регистрации партии. Однако в каждом городе перед началом собрания Мамая и его единомышленников встречали неизвестные люди с плакатами, на которых были написаны слова поддержки запрещенного в Казахстане движения Мухтара Аблязова «Демократический выбор». Однако полиция им почему-то не препятствует. Шолпан Разбекова с подробностями. Да здравствует ДВК. Лозунгами в поддержку признанного в Казахстане экстремистским демократического выбора Мухтара Аблязова группа молодых людей в Шымкенте встречает активистов, пока еще не зарегистрированной демократической партии. Несмотря на то, что собравшихся окружили полицейские, замаскированных людей в темных очках и с плакатами «ДВК вперед» они не задерживают. Единомышленникам лидера нового движения Жанболата Мамая некоторое время приходится ждать, пока прекратятся провокации. Они же кричат «Да здравствует ДВК», а с этой стороны стоит власть. Понятно же, кто есть кто. Что же они не задерживают экстремистов? Кроме лозунгов, молодые люди толком ничего вразумительного сказать не могут. Да здравствует ДВК, а фальшивые партии пусть уходят. В департаменте полиции Шымкента заверили, люди в темных очках к движению Мухтара Аблязова никакого отношения не имеют, поэтому и задерживать их не стали. Вот эти ребята, они не ДВК, как вы говорите. Им акимат разъяснение дали, что у нас несанкционированные митинги запрещены. Они поняли, потом разошлись. То есть задерживать их не стали? Там же есть своя процедура, Шолпан. Мы сразу не можем же их задерживать. То есть акимат, местный исполнительный орган, они разъясняют. Если они дальше продолжают выступать, соответственно, прокуратура потом дает разъяснение. После разъяснения прокуратуры уже никаких действий нету, то мы уже задерживаем. С такими же препятствиями сторонники Жанболата Мамая столкнулись и в других городах южного региона – Таразе, Кызылорде. Но несмотря на это, необходимое количество подписей уже практически собраны, говорит Мамай. Правда, политик не исключает, что такие же нападки их ожидают и на западе Казахстана, куда предстоит поехать инициативной группе. Это, конечно, все было организовано властью. Потому что, власть сейчас использует риторику ДВК, которая нас обвиняет якобы в том, что мы сотрудничаем с властью, да? Они используют вот эту риторику и как бы противопоставляют демократическую партию, которую мы хотим создать, с демократическим выбором Казахстана, которая создана Мухтаром Аблязовым, которая объявлена в Казахстане экстремистской организацией. И мы однозначно понимаем, что это не местные власти, а приказ исходит от самого верха. То есть из Астаны, из самых высоких кабинетов. По закону Казахстана создание партии невозможно без проведения учредительного съезда с участием не менее 1000 человек. Для государственной регистрации партии в ее составе должно быть не менее 40 тысяч членов. По словам Жанболата Мамая, программа «Минимум» уже выполнена. 1000 подписей будет буквально на днях. Шолпан Разбекова, Павел Энгельгард. Настоящее время Азия, Казахстан. В Таджикистане впервые начата проверка по факту облав на мужчин призывного возраста. Военная прокуратура Душанбе изучает публикацию 3 студентов-репортеров местного издания, которые в соцсетях рассказали о том, что 23 октября попали под такой облав. Они сообщили, что сотрудники военного комиссариата сначала задержали на улице их коллегу, который успел отправить сообщение об этом инциденте. В редакции подумали, отличный повод сделать про это сюжет, и отправили в военкомат 2 других студентов-репортеров. Увидев молодых парней у ворот военкомата, его сотрудники обрадовались и решили их тоже отправить на военную службу. Никакие уговоры о том, что они еще студенты, да еще и работают в СМИ охотников на призывников, не переубедили. Сотрудники военкомата обрадовались такому
никакой удачи, мол, призывники сами пришли к ним и принудительно затолкали нас в помещение. Их было 5, один чуть не поломал мою камеру. Сказали, вот, пойдешь теперь служить и будешь там готовить свои репортажи. Позже мы все это описали в своих показаниях. Молодых ребят отпустили через несколько часов после разбирательства. По их словам, помимо них, в тот день в военкомате находились еще 20 парней, большинство из которых были студентами. Об этом в тот же день они написали в соцсетях, и на это отреагировал глава военной прокуратуры Таджикистана. Он поручил проверить изложенные факты. Мы будем беседовать с каждым потерпевшим, чтобы установить, какие незаконные действия были предприняты в их отношении со стороны сотрудников военкомата или органов внутренних дел. Ни один случай не останется у нас непроверенным. Я напомню, в последние дни в Таджикистане резко возросло количество жалоб на незаконное похищение людей призывного возраста для службы в армии. Эти похищения в народе называют облавами. Плохое питание, отсутствие теплой одежды, дедовщина и, самое главное, отсутствие безопасности. Основные причины, по которым молодежь избегает службы. Власти традиционно отрицают факт существования облав, несмотря на немалое количество видеороликов в интернете и показаний пострадавших. В Минобороны говорят, что если такое все же произошло, нужно обращаться в призывную комиссию по месту жительства. Новая система видеонаблюдения ставит под угрозу права человека в Кыргызстане. Международная правозащитная организация Human Rights Watch сделала заявление по поводу внедрения в Бишкеке камер с функцией распознавания лиц. Правозащитники обеспокоены тем, что камеры на улицах Кыргызстана появились без общественных обсуждений. Детали соглашения с китайским поставщиком остаются неизвестными. Как будут хранить и кто сможет использовать личные данные кыргызстанцев, неясно. Напомню, в конце октября президент Кыргызстана открыл новый командный центр патрульной службы милиции. В него будут стекаться данные с камер видеонаблюдения в Бишкеке. Пока их установлено 60 штук, планируется увеличить до 1000 только в столице. Оборудование на $5 миллионов Кыргызстану предоставил безвозмездно Китай. В Human Rights Watch отмечают, что отсутствие законодательных норм по контролю новой системы может перерасти в ситуацию, которая сложилась в китайском Синьцзяне. То, что мы видели в Шинжане, это исследование, которое не я вела, а мои коллеги в Китае. Но это очень страшные ограничения прав человека, потому что да, эти камеры были использованы для того, чтобы следить за людьми, за любым действием, и потом, чтобы они были как-то замечены в этой системе, и на этой основе потом решение какое-то, будут ли они отправлены в эти лагеря для политической реабилитации или нет. И да, мы думаем, конечно, что с точки зрения прав Кыргызстана это далеко от Китая, но просто опять-таки, когда нет законодательства, которое регулирует хорошо эту технологию и нет публичной дискуссии, есть просто опасения, что это такой худший вариант. Правозащитники рекомендуют правительству Кыргызстана приостановить внедрение технологии распознавания лиц, раскрыть детали этой сделки и обеспечить защиту частной жизни согласно международным стандартам. Убитый в Стамбуле китайский бизнесмен уйгурского происхождения Айеркен Саймаити был хорошо знаком с генконсулом Кыргызстана в Турции Эркином Сопоковым. Об этом заявила политактивистка Ширина Айтматова. По ее словам, разъезжал на машине дипломата Саймаити не просто так. Айтматова рассказала, что китайский бизнесмен, который 2 года находился в международном розыске, часто публиковал совместные с Сопоковым фотографии. Почему эта версия может стать причиной для нового скандала в МИДе, объяснит Джибек Бигалиева. В Стамбуле начала свою работу специальная межведомственная комиссия, которая расследует обстоятельства убийства Айеркена Саймаити. Имя китайского бизнесмена упоминается в громком расследовании «Радио Затык» об отмывании $700 миллионов. По предположению наших коллег, с выводом такой огромной суммы денег может быть связан бывший замглавы таможни Раймбек Матраимов. Убили Айеркена Саймаити больше недели назад. Почти сразу выяснилось, что китайский предприниматель до этого разъезжал по Стамбулу на машине генконсула Кыргызстана в Турции Эркина Сопокова. МИД объяснил, что Сопоков якобы просто нарушил правила и сдал свою машину с дип-номерами в автосалон для продажи. Прозвучало это все довольно логично, однако потом выяснились новые и очень интересные подробности. Во-первых, Айеркен Саймаити уже больше 2 лет находился в международном розыске. Во-вторых, в МИДе забыли уточнить, что автосалон, в который генконсул сдал свою машину, принадлежит Айеркену Саймаити, с которым они довольно тесно общались. Об этом в новом выпуске на своем YouTube-канале рассказала основательница движения МЮТ-2020 Ширина Айтматова. Из фотографий мы убеждаемся, что кыргызский генконсул Стамбула
Стамбуле Сопоков был хорошо знаком и совместно посещал светские мероприятия с человеком, который вывел из страны $700 миллионов и находился в розыске Финпола Кыргызстана с 2017 года. Об этом почему-то органы не вспомнили после публикации расследования Кыргызского бюро «Радио Свобода» летом прошлого года, когда в передаче показали фотографии Эркена Саймаити и даже заявили, что жена предполагаемого преступника перевела деньги на счет благотворительного фонда семьи Раима Матраимова. Его авторы материала подозревают в причастности к выводу сотен миллионов долларов из Кыргызстана. Саймаити, по их версии, был в этой схеме в роли курьера, однако у китайского бизнесмена, по словам Ширин Айтматовой, была широкая сеть связей не только с дипломатами, но и другими чиновниками из Кыргызстана. В числе друзей Эркена Саймаити в Фейсбуке мы увидели некоторых депутатов и их детей, общественных деятелей и спортсменов. Мы требуем разъяснения, в каких отношениях они находились с убитым и могут ли они помочь информации следствию. Все эти вопросы пока остаются без ответов. Возможно, кое-что прояснится после обнародования результатов комиссии, которая выехала в Стамбул. В МИДе пока никак не обозначают сроки окончания их работы, поэтому все это время кыргызстанцы внимательно следят и за турецкой прессой, которая тоже временами опубликует все новые подробности загадочного убийства. За последние дни властям Афганистана сдались около 200 боевиков экстремистской группировки «Исламское государство». Среди них есть и граждане центральноазиатских стран, в том числе Таджикистана и Узбекистана. Об этом сообщает Министерство обороны Афганистана и представители провинции Нангархар, где долгое время находился бастион экстремистов. Речь идет о более чем 200 боевиков. Остальные 400 человек – члены их семей, включая малолетних детей. Среди них есть граждане Таджикистана, Узбекистана, России и Ирана. Точное количество граждан центральноазиатских государств не называется. По данным афганских властей, большинство сдавшихся – выходцы из Пакистана. За последние несколько недель в местечке Ачин провинции Нангархар произошли боестолкновения между Талибаном и Исламским государством. В этих боях экстремисты ИГИЛ потерпели поражение, многие бежали, другие сдались властям. Представитель администрации провинции Нангархар Атаула Хугиони сообщил, что иностранные боевики могут быть переданы в страны их происхождения. Смотрите далее в нашей программе. Российская журналистка, автор программы «Человек на карте» Екатерина Пономарева изучает жизнь мигрантов, считает, что они приносят России огромную пользу и открывают для себя Азию. Мы продолжаем нашу программу. Генеральная прокуратура Узбекистана начала изучать аудиозапись, на которой слышно, как мэр Ташкента оскорбляет и угрожает журналистам. Запись была выложена в соцсети 16 ноября и вызвала широкий резонанс среди пользователей. Через день редакция популярного в Узбекистане интернет-издания kun.uz сообщила, что угрозы из уст градоначальника прозвучали в адрес их журналистов. Сообщается, что Джахангир Артыкходжаев пригласил их в свой кабинет, чтобы примирить со своими подчиненными. За день до этой скандальной встречи журналистам открыто угрожал замглавы Алмазарского района столицы. По словам участников встречи, после того, как градоначальник столкнулся с несогласием сторон, он пришел в ярость. Сначала они негативно пишут про продукцию, изготавливаемую на моих заводах, разнося ее в пух и прах, называют монополией, говорят, что артель туфта. А когда спустя неделю ты даешь им $10 тысяч, они начинают хвалить ее. Кто они такие? Они твари последние. Они дети человека или дети собаки? Беспринципные, грязные бедолаги, петухи. Вот кто они. Далее на аудиозаписи Джахангир Артыкходжаев переходит уже на прямые угрозы. Я могу сделать так, что от вас вся махаля откажется. С вами же ваши соседи постыдятся здороваться. Я могу сделать так, что над вашими родителями будут издеваться. Я это могу сделать за 6 секунд. Вы сомневаетесь? Я легко могу сделать из вас гея. Это легко. У нас же свобода слова. Посажу вас в такси к гею и сфотографирую. Все, вы гей. Понравится это вашему руководителю или не понравится? Мне все равно. У меня тоже есть свой характер. Скандальная запись вызвала широкий резонанс среди пользователей. Люди выразили поддержку изданию kun.uz. В сети началась кампания с требованием отставки столичного градоначальника. Спустя сутки редакция интернет-издания неожиданно для всех объявила о примирении с Артыкходжаевым. Журналисты kun.uz поблагодарили всех за оказанную поддержку и попросили больше не писать о скандале с мэром. Глава инициативной группы «Реформаторы» Намос Мухаммад, который отчасти организовал массовую поддержку kun.uz, в соцсетях считает, что издание из-за своей уязвимости пошло на мировую с чиновником и теперь несет репутационные потери. 2 сотрудника уже подали отставку, они ушли из этой редакции.
Люди имеют разные мнения, многие протестуют, многие продолжают протестовать хакима города Ташкента. Но есть некоторые, которые говорят, что мы продолжаем жить в диктатуре, поэтому ничего такого хорошего нельзя было ожидать. Государство, власть имеет много рычагов воздействия на Кунус. Мигранты из Узбекистана в прошлом году отправили на родину более 5 миллиардов долларов. Об этом сообщил первый заместитель министра занятости и трудовых отношений республики Эркин Мухиддинов. По его словам, сейчас на заработках за пределами страны находится 2 миллиона 600 тысяч граждан Узбекистана. В 2018 году они отправили на родину 5 миллиардов 100 миллионов долларов. По официальным данным, условия труда мигрантов из Узбекистана за рубежом, в частности в России, Казахстане, Южной Корее и Турции, в последние годы значительно улучшились. На сегодняшний день численность населения Узбекистана ежегодно увеличивается как минимум на 500-600 тысяч человек, а численность трудоспособного населения республики на 300-360 тысяч человек. О мигрантах в России и не только из Узбекистана поговорим подробнее. На нашем канале в настоящее время выходит проект под названием «Человек на карте». Автор программы Екатерина Пономарева рассказывает о людях из российской глубинки. Это истории людей, которые считают, что приносят пользу стране, живя в самых отдаленных ее местах. Но недавно Екатерина Пономарева стала рассказывать о трудовых мигрантах из стран Центральной Азии. Катя приехала в Кыргызстан снимать очередную историю о мигрантах. Сегодня она пришла к нам в гости. Катя, привет. Привет. И все-таки расскажи, чем тебя заинтересовали трудовые мигранты из нашего региона? Насколько я понимаю, за 2 года существования проекта ты впервые обратилась к этой теме, да? Мы обратились к ней впервые просто потому, что за 2 года объехали всю страну практически и поняли, что мигранты занимают достаточно серьезное место в этой жизни, но мы практически ничего не знаем о том, как живут эти люди, ради чего они приезжают в Россию, как устроен их быт. И нельзя закрывать на это глаза, потому что очень часто даже в российских деревнях, в селах есть мигранты. Это правда так. Но об этих людях мы действительно не знаем практически ничего. Мне кажется, что у журналистики должна быть такая социальная функция. И очень часто о мигрантах, что мы знаем о мигрантах в России, практически ничего не знают. Мигранты и мигранты. Приехали, зарабатывать и зарабатывать. Каких-то вот таких деталей их жизни люди не знают практически. И поэтому мы решили к этой теме обратиться и об этом рассказать, потому что нельзя закрывать глаза на этот факт. Миграция — это общий тренд, общемировой тренд. В России мигрантов, правда, очень много. И мне кажется, тем проще будет обществу российскому функционировать и жить, чем больше мы друг о друге знаем. Мигранты, которые приезжают в Россию, они чаще всего все-таки знают русский язык или его учат, они все-таки знакомятся с русскими традициями, а мы ни про традиции, ни про язык очень часто не знаем ничего. И мне кажется, что вот на стыке этих разных культур, если мы будем это знать, то нам будет проще действительно жить, интереснее, мы будем толерантнее, более друг другу восприимчивы. Катя, вот в одной из передач ты говоришь, что о жизни мигрантов мало что известно, и в принципе сейчас ты тоже это самое говоришь, но они приносят большую пользу России. Почему ты пришла к такому выводу, что мигранты приносят большую пользу? Слушай, про большую пользу я не знаю, где ты это прочитал. Пользу приносит, естественно, потому что очень часто берутся за ту работу, за которую не берутся русские люди. Люди, которые живут в России. Это, не знаю, работают теми же самыми дворниками, уборщицами, кондукторы, водители автобусов или маршруток. Естественно, они закрывают, допустим, необходимость в людях, которые работают на тех должностях, на которых не хотят работать сейчас русские люди. В этом, естественно, это польза, это полезный труд, который не хотят делать часто люди, которые живут в России, это делают мигранты. Наверное, только так я могу ответить на этот вопрос. Пользу, да, естественно, приносит обществу, потому что у меня был один случай, когда мы были в торговом центре, и там такой был, знаешь, хранилище для тележек. Когда ты походил по магазину, тебе нужно сдать тележку, и там работал мигрант, по-моему, он был узбеком. Он так классно общался с детьми, которые приходили вместе с родителями сдавать какие-то вещи, и мне показалось, что это очень здорово, потому что часто, например, русские люди, которые эту работу делают, они злятся на все вокруг, на свою плохую зарплату, еще на что-то. А здесь человек получает ту же самую фактически зарплату, но он живет несколько другим уровнем, и ему это нравится. И... Кать, а вот ни для кого не секрет,
секрет, что в России трудовые мигранты сталкиваются с различными формами дискриминации, конечно. прежде всего по национальному признаку. Как Да. ты думаешь, почему в российском обществе до сих пор сохраняется вот такое отношение к приезжим из Центральной Азии, и можно ли эту ситуацию изменить в лучшую сторону? Как ты думаешь? Я очень надеюсь, что ее можно изменить к лучшему, если мы будем про этих людей рассказывать человечные истории, если мигранты в том числе пойдут нам навстречу и будут готовы сниматься. Правда, потому что это достаточно замкнутые сообщества, которые действительно боятся, потому что они видят эту агрессию со стороны русского общества, открываться, рассказывать про себя. И, к сожалению, еще и в СМИ очень часто повестка такая, что про мигрантов мы слышим и читаем только когда это какие-то цифры о высланных деньгах на родину и криминальные сводки. Мне кажется, что если больше рассказывать с позитивной точки зрения об этом, то тогда, конечно, и общество будет относиться к этому более толерантно, потому что, просто потому что, я говорю, что это очень большой пробел. Мы практически ничего не знаем об этих людях, правда, с человеческой точки зрения. Мы не знаем их истории. Очень часто, мне удивляются знакомые, мы приехали в Кыргызстан снимать историю джазового музыканта. Меня мой знакомый журналист спросила, что в Кыргызии музыканты есть, джаз играют. Я говорю, представляешь, да, совершенно прекрасные ребята. И, это информационный пробел. Мне кажется, это информационный пробел. Кать, ты сделала несколько выпусков о выходцах из Центральной Азии. Какие выводы ты можешь сделать об этих людях? Это очень, это, во-первых, очень гостеприимные люди, во-вторых, очень открытые люди, люди, которые готовы учиться, им приходится учиться. Например, мы снимали, у нас была одна из серий про Алишера, он работал таксистом, потом он начал работать поваром, у него сейчас своя тандырная, и ему приходилось несколько раз переучиваться, он специально живет в России, потому что у него там осталась маленькая дочь, он уже 7 лет не приезжал на родину. То есть это есть чему поучиться, правда, потому что ему приходится достаточно часто идти с собой самим на компромисс, просто для того, чтобы там хорошо жила его семья. И у него же, кстати говоря, в заведении работает парень, который хочет быть врачом-нефрологом, и ради того, чтобы учиться в России на врача-нефролога, он подрабатывает поваром и днем учится в медицинском университете, он поступил, а ночью работает поваром для того, чтобы потом уехать в Европу учиться и вернуться обратно в Узбекистан работать врачом. По-моему, это очень похвально, это очень круто, и люди, правда, очень открыты. Кать, буквально полминуты у нас остается. Вообще, Да. какие впечатления ты увозишь из Азии? Вот 20 секунд у нас. Я увожу в ощущение, что это очень разный мир, совсем другой, очень гостеприимный, и мне нравится его узнавать. И мне очень хочется, чтобы наши зрители узнавали его вместе с нами тоже. Кать, большое тебе спасибо за очень интересный рассказ. Всего доброго. До свидания. Доступ ко всем видам образования в США можно получить сегодня в Душанбе. Сегодня в столице Таджикистана по инициативе Госдепа и Министерства образования США открылась международная образовательная ярмарка. Представлены более 20 программ. Это и годовой обмен для школьников с возможностью учебы в лучших общеобразовательных заведениях Америки, специальные краткосрочные и долгосрочные курсы для студентов, возможность получить степень магистра в самых известных вузах с мировым именем. Все программы работают по системе стипендий, то есть таджикистанцам платить ничего не придется. Главное подойти по критериям, обладать определенным багажом знаний и обоснованием своего желания учиться в США. Сами американцы видят в таком обмене пользу и для себя. Если есть студенты из разных стран, это тоже обогащает общение в институтах, в университетах и так далее, потому что все приезжают с разными точками зрения, и таким образом, по-моему, качество университета или института улучшается даже. На этом все. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Я желаю вам всего доброго. До встречи.